Да, помнишь, еще в камышах на меч ходил? А сегодня здесь ни рыбы, ни воды. Это залив Волги больше похож на болото. А еще буквально в начале мая уровень воды доходил до дамбы. Сорожки, окуни, ну да, подлещик, синчик. Ну вот когда запрет у нас, с какого числа? Вот до запрета мы, получается, на спиннинг рыбачили, а потом всю воду начали сбрасывать. И что потом вы наблюдали, какие процессы здесь? Ну, икра также оставалась на камышах. Икра погибла, высохла прямо на камышах, а значит, нерест на Волге и Казанке под угрозой срыва. Мальков, щуки и сорожки уже будет в разы меньше, леща еще можно спасти. Есть определенная опасность того, что нерест в этом году может пройти не совсем удачно, и мы можем в этой связи не досчитаться поголовья рыбного стада. Конечно, не в этом году это все скажется, через год, через два. Ну и в первую очередь для тех рыб, которые рано нерестятся. По словам специалистов, вода убывает ежегодно, но вот уровень может быть разным. На территории поселка Октябрьский вода стремительно начала уходить 2 недели назад. По словам местных жителей, ее ушло много, потому что, например, там, где сейчас стою я, раньше была 2-метровая глубина. В связи с этим в интернете разгорелись споры, причем разногласия у жителей разных регионов Поволжья. Татарстанская икра погибла, ради астраханской негодуют жители. Еще один подводный камень в этой ситуации – это водный туризм. Планы по перевозкам сорваны. Обмеление Волги отражается на туристическом потоке. Так, например, вот эти метеоры еще вчера должны были отправиться до Болгара из Свияжска. Но риск сесть на мель большой, поэтому этого не произошло. Ситуация, с одной стороны, традиционная, но вот спустили в этом году из водохранилища воду в рекордном объеме. Риск паводка был высокий из-за обильных снегопадов. Размеры попуска из Куйбышевского водохранилища определяются Федеральным агентством водных ресурсов. На текущий момент размер попуска снижается ежедневно, и сейчас он достигает размера притока. Таким образом, уровень стабилен. Попуск будет снижаться и дальше, что в результате приведет к наполнению Куйбышевского водохранилища. Регионы уже объединились для решения проблемы. 7 мая в Москве прошло совещание. Татарстан предложил вернуть уровень воды на 52,5 метра. Сегодня стало известно, нас поддержали. Значит, Волга скоро снова наполнится. Ожидаемые отметки она достигнет к 15 июня. Альбина Аслагараева, Алмаз Ядинов, ТНВ, Казань, Зеленодольский район.